комаров сколько тут, мама не горюет. Ладно. Вот они тут заходят. Всю ночь они тут заходили. Ну, ряд. Жужжат. Утро пасмурное такое. Солнышко есть, но что-то дело идет к дождю, наверное. В общем, всем привет. 9 часов утра только встал. Ночью плохо спалось, вообще плохо. И всю ночь лодки ходили. Днем жарко, ночью рыбачат. И тулан их всех сопровождает. В общем, шум, гам всю ночь был. В 3 часа ночи один человек даже заходил ко мне. Заходил он с рыбалкой. Ну, как с избушкой. Отсюда примерно 10 километров, наверное. Лодка спускается. 10 километров, наверное. У них там изба. Ну и, видать, не хватило им, как сказать, едет за водкой в село. А у меня эта водка была здесь. Я ему отдал. Я, говорит, обратно поеду на избушку. Так что пригодилась водка. То, что вот оставляли нам. Ой. Это лодка. Рыбаков хватает. Я думал, мало ездят, ходят. А их полно. Свои местные. Сейчас затоплю мангал. Чай надо сварить. Макароны там на завтрак есть. На обед можно рыбу зажарить там. Сегодня в первую очередь будет уборка. Здесь вот это сено сейчас уберусь, соберу и в стог поставим. Вот. Ну так. Особо делать нечего. Этим займусь. И бурунду кричит там. Это к дождю 100%. Тёкает там. Очень много муравьев. Комары заколебали. Тоже, если завтра, наверное, завтра поеду. Сегодня, наверное, еще переночую. Завтра поеду домой. И обязательно, ребят, я посмотрю. Для пластинки есть продажи от Powerbank нагреватель. Есть ведь от розетки, которая пластинка нагревается, чтобы комары от пластины умирали. Также есть от Powerbank, надо посмотреть. И чтобы от Powerbank включил на ночь и спал, а мне приходилось там разжигать вот этот пластину, разжигаю, сжигаю, потом запах дыма есть, комары умирают. И через некоторое время опять свежие комары залетают. Какое-то отверстие небольшое, наверное, в двери, может, или еще где-то. Они с палец, если отверстие найдут, они будут по очереди там заходить. Рыба плещется. Не надо никуда уходить. Вот тут можно рыбачить. Прям здесь их полно. Что на середине реки, что здесь, в принципе, одинаково. Подходят к прикормке и вон. Где-то он там моторка, что-то случилось. Или рыбачат тоже. Может, хариуса там ловят. Я говорю, этот косяк, вот, как сказать, остров никто не пропустит. Поднимаются, останавливаются, спускаются, останавливаются. В надежде поймать хариуса. Ну вот. Ну что, утро поснимал. Сейчас начинается день.
И начну с мангала, а там уже по ходу. Триммера надо убрать в машину под тент, потому что хрен пойми эту погоду. Вот эти бензин, там вещи. Все надо убрать. Тут лежал тулан, смотрите. Лёжка была у него тут. Все истоптал. Здесь, вот тут. Всю ночь он лежал тут. Хорошо. На улице от комаров нету, а здесь их полно, блин. О, смотрите. Вот там щели есть, вот. Щели. Полностью дверь не закрывается. И они залетают потом. Только вот здесь они через дверь они зашли. Потому что все, везде все закрыто, и тут практически комаров я не вижу. А вот толпа комаров вот тут. Тут они тусуются, и они нашли лазейку, и они просто залетают шерстью тулана. Хлопья шерсти такие, блин. Тулан, бардак оставляешь. Сейчас ему тоже приготовлю вкусный суп. Это твое хозяйство. Твое хозяйство, парень. О, сколько их тут. О, да. Вот это. Полностью не закрывается, вот там щель. И они вот здесь и залетают. Вот тут. Прям залетают. И сейчас гул даже здесь слышно, там штук 5 залетело. Вот здесь я и ночевал. Вот так, ребят. Такое кино. Так что даже гости к нам заходили сегодня. Заходил-то есть знакомый. Тут посидел, кружку воды выпил и говорит, я обратно поеду. Ну и дело твое. 3 часа ночи было. Вот. Hadi şöyle. Taş dişi son şöyle. Вот смотрите, ребят. Вчерашний улов поделился с туланом. Сейчас сполосну.
И уже где-то в обед я буду жарить их. 2 плотвы. Она уже отходит от костей мяса, филе. Так как на улице очень жарко, нагревается вода. Так что, блин, сейчас эта рыбалка, ну, вообще меня как-то... Вроде рыбачишь там и хранить очень-очень тяжело. Надо холодильник. Без холодильника просто за каких-то пару часов можно рыбу испортить там. Ну, вот это все сегодня пожарим. Целая полная сковорода будет плотвы. Уклейку я отдал Тулану. Даже чистить, заморачиваться не стал. Очень неудобно чистить. Скальпель нужен для них. Тоненькие рыбы такие. Малюсенькие. Ну вот, будем завтракать. А на завтрак у меня чай, кружка. И надо по-новому заварить. Сейчас я второй раз, когда буду варить чай, кипятить воду, я обязательно заварю свежую заварку. Как всегда, аккумулятор сдох. Но сейчас, конечно, летом аккумулятор дольше держится, чем зимой. Зимой не успеваешь там менять. Вот. А на завтра хотелось мне, знаете что? Вот лапшу заварить. Но я буду себе держать в руках, так как у меня пол сковороды еще макароны есть. Сейчас я чай попью, выйду поработаю, аппетит разгуляется, захочется покушать, я доем макарон. Вот. Насчет ножа, чем я чистил рыбу. Вот, пожалуйста, просто нож. Но на 3-й год уже пользуюсь. 3-й год. В такие походы всегда он с собой. Удобный, острый. И немножко начал вроде ржаветь. Чуть-чуть. Или так кажется. Но вроде на лезвии или грязь. Может и даже и не ржавчина. В общем, да нет, наверное, не ржавчина, потому что лезвие, вот это где заточка там, все нормально. Нормально чистить, даже мелкую рыбу там потрошить. Очень, скажем, как сказать, на ходовую охоту, чтобы я 20 километров, 30 километров пешком, когда иду, в такой нож вряд ли я бы взял. Пускай он крутой, он лезвие большое, там, ну, мечтать не вредно, там, с медведем, там, подраться или еще. Это ничего не значит, что вот лезвие большое, и при встрече с медведем вы не испугаетесь или еще спасет этот нож. Но этот вес мне не устраивает, этого ножа. Вот такие походы, когда на машине еду в избу, это без проблем. Или на лодке, или на буране, я буду с собой брать, пользоваться, он хороший нож. А на ходовую охоту с таким обух или что там, в общем, я почти 4 сантиметра, 4 миллиметра толщиной. Нафиг это надо железо таскать? У меня самодельный нож 3 раза легче, 3 раза. И также я могу с этим ножом все сделать. Это, блядь, почти пол оружия. Нет, только в такие походы. Но он хороший. На днях еще, или в прошлом месяце, наверное, спрашивали, один подписчик тоже заказал и поспрашивал про этот нож. Конечно же, я рекомендую. Это не реклама. Пускай там я никого не заставляю покупать, но я говорю, что для походов нож хороший. Но не для ходовой охоты. Ну нафиг. Он тяжелый. Реально. Может, древесина, вот из-за чего ручка сделана, он тяжелый. И само лезвие, он тоже толстый и тяжелый. Вот. Сейчас с черным хлебом чай бахну. Пару кружек. На улице, наверное, сегодня еще жарче будет, чем вчера. Очень жарко. Вот такое начало утра. Начало дня.
Ну это тут час работы, если так нормально поработать. За час я справлюсь. Мне спешить некуда. Успею все сделать. Ну вот, ребят, я уже делаю сток на тачке, садовой тачке. В одиночку так носить сено, собирать легче. В прошлом году, наверное, Денис вместе был, Ксюшей. И мы на лодке, вроде лодкой таскали там больше. Быстро и больше. Ну так нормально получается. Самое главное, сейчас гремело в круговую. Вон там, смотрите, тучи синие, черные, аж тучи вон там прошли. Слева и вон там. Вот эта туча тоже прошла вон так. Прям погода, природа мне навстречу пошла. Так как дождевые тучи стороной прошли, а я еще могу работать. Мне надо до дождей вот это сейчас сток собрать, а там как будет, так будет. Осталось вот две таких комочка собрать и там остатки. Вон там. Здесь сыроватые, как сказать, сено сыроватое. И вот это сыроватое сено на самую на верхушку поставлю. Там пусть проветривается. Вот. Ну, в принципе, думаю, успеем. Все успеем до дождей. Должны успеть. Вот. Конечно, этот шест надо уже поменять. Этот шест немножко, но я еще упор так сделаю, и годик еще простоит, а там уже в будущем году буду менять. Спрашиваются новые подписчики, наверное, будут спрашивать, для чего я сено заготавливаю
Вот это сено пойдет у меня на целый год на стел для тулана. Подстилку для тулана будет. Я ему каждый раз в будку ложу вот это сухое сено, старое убираю, сухое новое. И он зимует на этой подстилке. Как бы вместо матраса у него. Летом вместо матраса и даже от комаров там прячется. Но я как понял, тоже он старый, вот, как сказать, уже начинает через некоторое время вот это старое сено он из будки сам, я не знаю, как у него получается, я смотрю, все сено наружу, все, значит, надо менять сено. И так вот чередую. Прошлогоднее у меня еще достаточно. И в этом году тоже это заготовил. Уже по первому снегу, как всегда, на УАЗике будем вывозить отсюда. Так что смотрите, как все это будет. Как я буду вывозить сено. Первые походы вот по первому снегу. До Нового года обычно я это делаю. Ух, как хорошо, что все стороной прошла. Вот эта туча меня напугала, бля. Такое ветрище поднялось, все, сейчас, думаю, начнется дождь. Да нет, обошлось. Самое вот гремело вон там. Прям за деревьям, вот чернота. Вот отсюда южный ветер идет. Ладно, ребят, хрен поймет эту погоду. Я лучше быстро-быстро сейчас все это дело соберу и включусь потом.
такой сток получился. Каждый раз, каждый год одинаково. Высотой, шириной. Одинаково по количеству сена. Вот с такого поля. Вот. С такого поля. И вот такое количество. Это немного. Это, считай, немного. На вид вроде травы до хранища, а вот соберешь и не скажу, что я много собрал. Ну что было, все собрал. Все на месте. Сенокос удался. В принципе, погода нормально, пока дождя нету. И ветер пока тоже спокойный. Очередная лодка поднялась. Блин, движуха. Я не знаю, как осенью. Обычно на осенней охоте так постоянно ездят. А сейчас тоже по делам. На рыбалку, наверное, в основном. На рыбалку возле избы так тоже вот порядок приводить. Ездят люди. Ну и морожка уже созревает. Сейчас морожку собирать будут, ездить, ходить. Вот. Сейчас макарошки тоже подогрею и надо позавтракать. Завтрак, обед 2 в 1 будет. Вот тушеночка. Если вблизи посмотреть, я не знаю, из чего он сделан. Но мясо я вижу, вон мясо есть. Мясо есть. Ну, конечно, скажу вам, не очень. Для домашних питомцев только. Если что. Сейчас быстрый суп сделаем, план. Ждет уже. Варить не хочу. Кашу, все это дело не в этом походе. Вот это быстрый суп называется. Морда радостная. А? Вчера также готовил. Вчера потом еще сухари давал вечером. Сегодня с утра рыбу кушал, там с десяток, наверное. Сейчас миска до вечера ему хватит. Нормально. Шли кушать. Ням-ням. Опа. Ешь. Быстрый суп. Легко и просто. Тушенку в светофоре брал за 60, ну до 70 рублей. 63, наверное, или сколько. Это последняя банка, вот оранжевая. Сейчас езжу, снова куплю. Но летом я мало беру их. Хранить тоже в жару. Зимой их больше беру. Запас. Вот вчера я сколько съел. Ну, половину где-то, наверное. Корона. И то мне вполне достаточно тоже до вечера. Хватит. А, потом и рыба, точно. Потом можно рыбу пожарить. Главное, чтобы не испортилась она. А, бля. Уху. Вообще на аллергия, наверное. Наелся? Да он сейчас разом он все не съест. Чай. Так, 12 часов 44 минуты. 17 июля. Первый час уже без 20. Заварил свежую заварку. О, хороший, вкусный. Сейчас чай попью. Немножко макароны съем. Ну так, аппетит не скажу, что очень хороший. Но надо покушать. Вот. Ну и в остальном сейчас до вечера просто буду, наверное, лежать, отдыхать. На улице как-то душно, жарко, вообще тяжело. Мне лично тяжело и не хочу. То есть я свою задачу выполнил, что хотел, это я сделал. А все остальное это подождет. Подождет, это придет август месяц, сентябрь, когда будет прохладно. Грибы, ягоды будут, там пособираешь, поработал, сходил в лес, там еще что-то там. А сейчас просто июль месяц. Сегодня очень тяжелый день. Жарко.
Вот. Ну, примерно так. Вот так проходит второй день нашего похода. Надо в тетради еще записать, как мы живем тут, что делаем. Ну, пока все хорошо.